Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Меня не было 2 недели, по-моему, я прошу извинения. И хочу вначале поздравить всех мусульман с началом Рамадана, месяца Рамадана. Желаю всем мира, добра, счастья, всего-всего хорошего, чтобы мы могли держать пост, чтобы у нас получалось, чтобы все наши молитвы были приняты, чтобы все у нас, у всех было хорошо. Дальше мархаба долдве возндял, дал не злобвен, мархаба ибадатти, дикмалдар халдвен. Друзья, и сегодня я все-таки решила каждый день, честно вам признаюсь, каждый день собиралась, но дело в том, что очень много было заказов у меня, поэтому меня не было долго на связи. Сейчас я просто не буду, у меня и сейчас очень много заказов. Но чем дальше продолжалось, я поняла, что это будет продолжаться дальше и дальше, и я буду оттягиваться. Я вам честно признаюсь, я очень скучаю и по своим съемкам, и по Ютубу, и по тому времени, когда действительно интенсивно снимала, и все это какое-то вот, ну, такое движение было раньше. А чем больше ты не снимаешь, тем больше происходит то, что ты отходишь от этого всего. Я надеюсь, у всех у вас все хорошо. Еще раз приношу свои извинения, что я не выходила. Очень многие люди выходят в личку, беспокоятся, спрашивают, говорят, что скучно, говорят, что хотят меня видеть, чтобы я снимала хотя бы 5-10 минут, хотя бы кусочками. Признаюсь честно, у меня есть очень много снятых кусочков, где я вот уже готовый результат снимаю, ну, снимаю для своей группы, для Танзилы, да, снимаю же и параллельно для Ютуба снимала, ну, уже хотя бы как я отправляю готовые блюда. Но вы не поверите, у меня даже есть один ролик, который снят аж 2 марта, но сесть и смонтировать у меня просто нет времени, вы не поверите. Эти 2-3 недели у меня был просто действительно аврал. Дело в том, что я уже говорила, что Танзила у меня лежала в больнице, моя дочка, и чтобы ее клиентов поддержать, своих клиентов поддержать, у меня было очень много работы. Но Танзила уже, по-моему, дня и 5 уже дома. Со вчерашнего дня она уже подключилась к нашей работе, поэтому у меня немножко меньше работы получается, но все равно работа есть, заказы есть. И на данный момент у меня заказов много на полуфабрикаты, потому что готовую продукцию уже, скорее всего, будет делать Танзила, я больше буду делать полуфабрикаты. Хотя вчера, опять-таки, она хоть и сказала, что вчера уже начнет работать, но у нее не получилось. Тоже надо же все и заготовиться, и все сделать. Все-таки вчера тоже 2 заказа выполнила сама. В гостях у меня внуки, Мадина. Она там. Пошла укладывать малыша. У меня есть вот так вот, я записываю в тетради, но я немножко, минут 5-10 все-таки отвлеку вас. Записываю свои заказы в тетрадку. Только что поступил заказ. Кто уехал? Куда? Да. Нет, без Аиши мы не будем открывать. А что Аишку он увез? Она сама захотела. А самое интересное, и посылку хотела открыть и поехать. Ну нет уж. Ну подождем тогда, пускай приедет. Без нее какой интерес? И без него какой интерес ее открывать? Ну под вечер привезет, пускай. Так, ну это нам прислана посылка, вернее, больше всего Аишке и детям из Майами. Мы должны были ее распаковать сейчас, но приехал отец и забрал их, а они у меня со вчерашнего дня в гостях. Просто Мадина приехала немножко мне помочь, а Мухаммед, внучок мой, очень капризный ребенок. Во-первых, не то что капризный, он такой балованный, за ним глаз да глаз, и Мадина просто не успевает тогда мне что-то сделать. И отец решил забрать, зять мой решил забрать до вечера Мухаммеда. Ну вот как Мадина говорит, и Аишка тоже захотела с ними поехать. Посылку пока не буду распаковывать. Так, у меня еще одна посылка, даже 2 посылки, которые нужно сделать рекламу, тоже вот не успеваю. Ну, походу я сейчас буду делать ничего такого сложного, конечно. Дело в том, что, друзья, когда много заказов, все-таки снимать это просто не вариант, понимаете, время настолько, я даже некоторые, хоть меня даже сын ругал, в большинстве случаев даже все, что я делала бегом. Не просто шагом, а бегом, чтобы успеть. Потому что заказ принят, если я заказ приняла, то, конечно, я его должна выполнить. Во-первых, выполнить по времени, вовремя. А еще так получается, что заказ, например, должен быть к 5, да, готов. Это уже, чтобы заказ был к 5 готов, мне нужно в 4 уже, чтобы заказ был готов,
Потому что пока таксист приедет, пока такси доедет, иногда бывает, что даже опаздываю из-за того, что вот, ну, не рассчитываю время, когда доедет таксист, потому что адрес называют, а оказывается, они на какой-то окраине живут, вроде бы Назрань, недалеко, но бывает, что вот в новостройках, что грейдерная дорога, что доехать сложно. Поэтому иногда вот бывает, что не по времени. Сейчас, тем более, сейчас держат пост, уже не по времени никак нельзя, нужно вовремя, чтобы люди успели сделать разговление вовремя. Поэтому, ну вот как-то так, друзья. Надеюсь, мы с вами будем уже на связи. Не обещаю, конечно, каждый день, но как смогу, так и буду снимать. У нас прекрасная погода, уже и в огороде, уже давным-давно пора что-то делать, но я везде опять-таки не успеваю. Вчера мне сделали ряды, ну хотя бы картошку, ну, наверное, скорее всего, мальчики посадят мне картошку. Помогают мне мальчики, если честно, очень помогают. По дому помогают, признаюсь вам честно. Если бы не они, то я бы вообще не справлялась. Вот так вот, друзья. Ну, это, если честно, да, бывает и усталость, конечно, отдыхаю мало. Эти 3 недели очень мало отдыхала. Но, вы знаете, это просто приятная даже усталость, потому что я уже говорила, я очень люблю готовить. Я очень люблю готовить, хотя готовлю не профессионально, готовлю просто по-домашнему. И, может быть, сейчас даже жалею, что когда-то не сделала это своей профессией, что я не научилась профессионально готовить, профессионально работать. Ну, не судьба, так не судьба. Ну, все, друзья, все, больше дальше я не буду ничего говорить. Сейчас я вам немножечко покажу, как я переустроила свою кухню, потому что не было, не вариант был в той, как она была, чтобы я работала. Ну, получается так, правда, сейчас мне мальчики говорят, у нас теперь на кухне неуютно. Но пока делать нечего, пока будет так. Еще думаю, друзья, думаю закрыть эту работу или продолжать, еще в раздумьях. Если я буду продолжать, мне нужно делать уже помещение какое-то, чтобы я была отдельно, чтобы кухня была отдельно. Ну, это потихонечку потом. Пока не знаю, не буду загадывать. Вперед, мнение у меня меняется, то я уже 100% думаю, сделаю себе помещение, буду работать, а потом уже по-другому думаю, нет, не буду работать, поэтому пока не знаю, вот будем жить, как говорится, сегодняшним днем, по мере поступления. И сейчас у меня заказ мант, хотя у меня есть еще, да, я вам показывала, хотела показать, тетради записала заказы повседневные, которые вот поступают, нужно по мере там выполнить, заказы, которые на праздники уже, на Мархаж уже несколько заказов, на Мархаже, ну, на наш праздник уже я не буду много брать заказов, обещала сделать только 3 заказа, потому что в прошлом году я делала заказы, и вообще-то зареклась, что не буду делать это на праздник, но все-таки решила, 3 заказа возьму, не больше. А так, по мере, ну, месяц буду работать, конечно, да. Вот, пока идут заморозки, потом, может быть, еще, если заморозок так много не будет, и готовую продукцию тоже буду продавать. На заморозки заказы я буду брать, если что, если кому-то с Ингушетии интересно. На любые заморозки, на праздники я буду брать. Ну вот на готовую продукцию 2 заказа у меня уже есть, 3, вот кто еще один подключится, все. Больше я не буду брать. Танзила тоже, по-моему, уже закрыла, я точно не знаю. Она тоже говорила, что человек 10 только возьмет на праздники. Поэтому вот как-то так, друзья. Я еще раз рада, что мы с вами вместе. Надеюсь, я сегодня этот ролик успею выпустить. Хоть у меня есть заказ, у меня был другой заказ, но это сегодня суббота, у меня заказ на воскресенье. Но я надеюсь, что я его тоже сделаю, потому что мне сейчас нужно сделать 6 килограмм мант. А манты, в принципе, собираются быстро. Это на пельмени много времени тратится, а манты быстро. Но опять-таки уже сейчас 10 часов 11 час, а мне нужно, чтобы к разговлению, а это у нас в 7 часу, я уже успела их отправить в замороженном виде. Так что будем приступать к работе. И не знаю, по мере, вот сегодня манты, да, может быть, завтра что-то другое я вам сниму, как буду успевать. Потому что включать камеру, выключать камеру, руки иногда надо мыть, потом, ну, сами знаете, с телефоном это проблемы. А поставить телефон, как вы говорите, и все снимать подряд, это тоже не вариант. Памяти не хватает. Ну все, теперь наговорила сама очень много. Это я уже вынула мясо. Забыла утром разморозить. Ну, у меня есть еще заказ
полуфабрикатов из курицы. Я сначала хотела сделать их, и поэтому мясо не разморозила, а разморозила только вот из кур, что надо сделать. Но этот заказ надо сейчас сделать, девочки. Так, пойду за жиром. Сейчас я вам покажу, как я тут устроила себе рабочее место, и потом буду приступать. Вот так вот, друзья, вот я занесла в другой стол сюда, как видите, установила его вот так вот. У меня вот все, чтобы было под руками, как видите, вот все специи, уксус, соевый соус, все, что нужно. Также все мои агрегаты, как видите, стоят. Там у меня уже вот положила себе пленку, все такое, короче говоря. Это кресло малыша. Что-то не так. Ну и вот этот стол, за которым мы ели, переместила сюда, как видите. Вот так вот. Поэтому вот, ну, диван вынесли мы. Поэтому говорят, что не это самое, это малыши. Еле я убралась только что. Ну, вот так вот. Вот моя кухня. Что-то я этот панель чистила, и все-таки не могу нормально ее отполировать. Не знаю даже вот чем. Надо будет чем-то отполировать, потому что очень много было заказов. Вчера тоже вечером. Но я все вчера с ночи помыла, убрала. Но вот вижу сейчас панель все-таки в разводах. Надо будет убрать. Но сейчас быстро приступлю. Первым делом замешу тесто. Вот так вот, короче, друзья. Вот так вот устроила я себе рабочее место. Ну, намного удобнее, когда вот два стола. Тут могу приготовить, тут уже могу готовое блюдо поставить. Если даже, ну сейчас, правда, мы днем не едим, но когда у нас не было поста, мальчики могли отдельно здесь есть. Они мне не мешали, я им не мешала. Вот намного удобнее, короче, вот так вот. Ну, конечно, было бы намного удобнее, если бы это все у меня было отдельно. Ну, посмотрим еще, что и как. Так, ну вот, приступаем к работе. Значит, я поставила уже на разморозку мясо. Теперь быстро замесим тесто с вами. Так. Так, купила я себе фартук, друзья, вы, наверное, уже заметили. Я увидела, что Зинаида Копьева, моя подруга, из канала «Просто женщина», вы многие ее знаете, она купила себе красный такой фартук на Валберес, мне понравился, но я решила купить себе серый. Если что, друзья, зайдите к ней на канал, тоже подпишитесь, с ней очень интересно. Она пишет, поет песни, пишет песни. Снималась у Малахова в Москве, но еще, правда, ее съемка еще не начата. Так что, если вам интересно, зайдите, посмотрите. Так, смазываю свой тестомес. Но без этих моих помощников, конечно, бы я не справилась. Я вот девчонкам своим говорю. А кто мне сказал? Говорила ты? Нет. А что? Да почему ты показал, что ты сказала, что сегодня ты на iftar нужно 2 курочки отправить? Нет. Откуда я это взяла? Мне надо 5 кур замариновать, но не жарить. У тебя только на вечер сегодня мант? У меня манты, у меня вообще огромный заказ, еще кроме этих мант. Сейчас, Но его нужно на завтра, но все равно я на завтра, чтобы сделать, надо справиться. Сейчас я прочитаю. Да. Так, сейчас, минутку. У меня вообще вот этот висит. 5 килограмм мант, 5 килограмм варенька с творогом, 5 килограмм пельменей, 5 килограмм тефтели и 5 килограмм голубцов. Это уже мои свои. Так, это я уже
отдала, по-моему. А, нет, вот сегодня мне этот надо сделать. Отбивные куриные, 10 штук. Курица с овощами, 3 штуки. Куры для жарки, 5 штук. Куриный рулет из фарша, 3 штуки. И полностью говяжью печень надо тоже заморозить. Этот уже отдан заказ. Так. А, вот у меня заказ. Пельмени 4 килограмма, котлеты по-киевски 20 штук. Вареники 4 кулька с творогом. 4 килограмма, короче, с творогом. И этот тоже, если я сделаю. Но сегодня нужно, видишь, на воскресенье написано. Вот это вот надо на завтра сделать. А, вот хорошо, что я вспомнила. Сейчас зайдешь и куриный фарш вынешь из морозилки. Котлеты я тебе сделаю. Так. Кости от курочки оторву, рулет сама делаешь. А кости я уже оторвала. В смысле? Сегодня утром? Нет. У меня рулет из этого. Из фарша. А у тебя хватит? Хватит. Я 3 курицы вчера разделала, просто надо промясорубить. А, ты уже разделала? Да. Кур я разделала. Они уже разделанные, помытые, все сделано. Ты сегодня зачем тогда ее покупала? А сегодня то, что я купила 5 кур, их нужно замариновать в целом виде. Вот как они, ну не как они есть, а частями. Так, ну, друзья. Вот так вот заодно вам и рассказала, что и как. Вот, короче говоря, заказы. Вот так вот записывается. То, что сделано, вычеркивается. Тут у меня где-то сзади вот уже на праздники заказы. Вот такая вот большая заморозка идет. Ее можно пораньше сделать. Нужно будет сделать и отдать. Это уже вот на праздник один заказ. А это заморозки на праздники пока. Так, ну не все еще Танзила мне сказала. Вот этим вот всеми приемами заказов, договорами у меня занимается Танзила. Поэтому я уже как-то только готовлю. Так, не надо так, чтобы снимать. Меня не было видно, потому что я просто косынку повязала сзади. Поэтому вам скажу честно, когда я готовлю, мне все-таки мешает косынка, повязанная вниз. Мадине, например, не мешает никогда, а мне немножко бывает неудобно. В связи еще с моим возрастом. Так, это я размораживаю мясо. Так, жир мне надо еще перекрутить жир, потому что мясо у меня постное. Я добавляю 250 грамм жира на килограмм фарша. Так, ну что. Короче, это все вы видели уже много раз. Наверное, снимать не стоит. Хотя, ладно, раз начала, то начнем. Так, тут у меня, я знаю, ну, 2 килограмма муки надо будет. Сейчас просто запомню, сколько и как. Так, боюсь, меня будет видно. Так, ну что. Начнем. Секундочку. Значит, у меня тесто, друзья, кто не смотрел, кто первый раз смотрит, 2 килограмма муки. Так, сейчас, минуточку. Столовая ложка с горкой такой соли. 4-5 столовых ложек растительного масла. Если я не забуду и будет время, я в описании оставлю, но не уверена, что сейчас это у меня получится. Друзья, действительно очень мало времени сейчас. Так, у меня с делениями литровой кружки нет. Воды я добавляю 900 грамм. Получается такое хорошее, крутое тесто. Раньше добавляла литр воды, но в последнее время мука бывает, тесто бывает слишком жидковатым, мне кажется, чтобы добавить литр.
килограмма муки. И теперь дольем водички. Все, и теперь минут 5 оно у нас будет замешиваться. Так, ну вот теперь нужно открыть. И дальше чуть-чуть домешивать в открытом виде. Вот так вот. Так, ну вот все. Теперь я обычно раньше вынимала, но сейчас я его оставлю. В последнее время делаю так минут 5, потом перемешиваю еще раз, и потом оно уже готово. Так, значит, 30 грамм соли я добавляю обычно к этому делу. Так, сейчас. И килограмм лука нужно. Я снимаю. Так, ну и вот таким вот нарезанным кубиком лук килограмм. Вот так вот. Ну и теперь черный перец и красный перец по вашему вкусу. Жир, в принципе, можно добавлять, конечно, и как его, бараний. Но не все любят баранину, поэтому я добавляю говяжий жир. И 300 миллилитров воды. И все, и тщательно все это перемешать. И наш фарш готов. Тем временем наше тесто тоже готово. Сейчас я его выну и начнем лепить манты. Вот так вот, друзья. Никуда не заходила, никого не смотрела. Иногда только когда бывало время, ну, времени у меня не было, если честно, но вот когда у меня были именно вот что лепить, ставила телефон и смотрела, конечно, свою Зинаиду Копьеву. Только вот больше никому не заходила, не знаю, кто чем живет. Катастрофически не было времени, даже в группах не писала, не читала, не отвечала. Это было вообще какое-то авральное время, конечно. Но сейчас, я надеюсь, будет полегче. Уже. Сегодня обещала Станзила тоже приехать, не знаю, приедет или нет. Так, у меня не одно, так другое. Микроволновка что-то перестала размораживать, работает, но не крутится у нее это. Не знаю, что. Надо будет посмотреть, чтобы мастер посмотрел. Если не работает, то придется покупать, потому что она не крутится, и на одном месте идет разогрев. Так, пробовала я как-то раньше лук вот этот вот перед тем, как сюда положить жмякать, отжимать сок. Но, знаете, этого не стоит делать, потому что выделяется слишком много жидкости, слишком много сока. Мы и так воду сюда наливаем, да, получается. И мне не понравилось. Вот так вот лук бывает вкуснее, и манты вкуснее, не жмякая их. Вот. Без жира тоже невкусные бывают, но много жира тоже не надо. Потолок 250-300 грамм. Если, конечно, мясо у вас жирное, то, конечно, не надо жир добавлять. Если само по себе мясо жирное, то не надо добавлять. Но я всегда покупаю мясо без жира. И уже сколько мне надо, столько и добавляю его. Сегодня была утром на рынке, рано утром поехала на рынок. У нас куры подорожали. Куры, которые стоили
ну, на рынке, которые стоили 400 рублей, уже стоят 480. А я их покупала вообще оптовые по 200, по 350. Тушка я имею в виду. Ну, где-то 2,5 по 3 килограмма. Но сегодня я купила кур. Может быть, сегодня успею еще вам показать. Буду снимать. Мне их надо просто замариновать, 5 кур. Вроде бы она сказала, но я их не... Одну она взвесила 3500. Ну, посмотрим остальные. Какие они, сколько они весят. Посмотрим. Ну все, мясо наше готово. Так. Раскидала везде лук. Так, это мне. Так, ну что, теперь достанем наше тесто. Перемесь. Так, теперь перемесим наше тесто. Ну вот, перемесили. Теперь достанем. Так, куда же кулечки? Вот. Вчера ездила, купила морозильник себе, друзья. С одним морозильником я не справлялась, потому что приходится сейчас, особенно на вот такой месяц, покупать впрок уже и кур, и мясо, потому что заказов много, и в одну морозилку просто не помещалось. Но у меня есть большой холодильник, но его морозильника тоже не хватало, потому что все-таки я хочу готовую продукцию держать в одном морозильнике, а мясо все в другом. Это намного лучше. Так, и хочу еще купить, друзья, наверное, очень хочу. Вот, не знаю, как получится. Просто даже поехать и выбрать не получается. Я в том магазине, где я покупала морозильник, я такой по приемлемой цене не нашла. Посудомоечную машину. Хочу купить посудомоечную машину. Это однозначно, потому что времени уходит, вы не поверите. Общей сложности. Так. И вот посоветовала мне моя подруга посмотреть в интернет-магазинах Эльдорадо. Говорят, там дешевле бывает. Посмотрим. Но я еще не смотрела, правда. Так, все. Очень удобно, что у меня стол вот так вот отдельно. Пока оно еще немножко, как видите, крутое, но все равно не очень. Вот полежит немножко, это оно вообще бывает намного мягче, поэтому вот так вот. Ну все, еще минут 5 пусть оно уже полежит, и потом начнем лепить. Так, куры мои раскудахтались. Хотела убрать всех своих кур. Ну, не всех, я точно которых знаю, что они уже 2-годовалые, даже, по-моему, есть среди них и 3-годовалые. Хотела их убрать. Но они у меня сейчас так интенсивно начали снестись все, что я даже не знаю, в день и по 15, и по 20 яиц. Мне даже жалко их убирать. Вот такие вот дела, друзья. Так, ну вот,
полежало наше тесто. Все, оно теперь готово, как видите. Но эластичное, мягкое. Не очень крутое, не забитое мукой. Некоторые мне там писали, что тесто забито мукой. Нет. Оно еще полежит, оно начинает все-таки размягчаться. Раскатку к стабилизатору. Мне пришлось купить вместе с морозильником большой стабилизатор, который стоил 10 тысяч. Морозильник я купила за 29 тысяч, 345 литров, по-моему, фирмы Горение. Но я как-нибудь сниму. Вчера он проработал у меня в холостую, сегодня я уже положила туда пока кур. А так хочу туда класть готовые заморозки уже. Видите, какой перепад вот этого шумит стабилизатор. Это постоянно скачет у нас напряжение. Чтобы не катать скалкой, я вот так вот перемешиваю несколько раз, пока вот не получится нормальное тесто. И, как я всегда говорю, единственный минус в этой тестораскатывающей машине, что нет деления. Вот, обычно цифры же стоят на ручных тестораскатках, а тут нет. Я, правда, сделала отметку для себя, но все равно. Все-таки, если бы было, что нормально можно было установить, то было бы проще. Так, ну я вот таким вот ведерочком. Это у меня тут была лимонная кислота. Можно из-под сметаны. Сейчас я вам скажу, сколько диаметров обычно спрашивают. Я всегда забываю сколько. 12,5 диаметр этого ведерочка. Так, ну что, теперь начнем лепить наши манты. Так, не знаю, понравится или нет. Она вот на данный момент, вот эта вот заказчица позвонила мне и сказала, что когда-то ела мои манты, когда я работала в кафе. Кто-то у меня заказывал. И она там ела, и сейчас где-то достала мой номер и говорит, я надеюсь, они будут такие же вкусные, как тогда. Они ей очень понравились. Так что, вот так вот, мои дорогие. Все-таки, когда на улице солнышко, весна, настроение тоже поднимается. И далее, знаете, я хотела сказать, обычно, когда вот начинался пост у нас, у меня первые 2-3 дня жутко болела голова. Даже, в принципе, и до конца болела всегда голова. Вроде бы голод не чувствуется, но головная боль была сильная. А сейчас вообще я даже не чувствую ни головной боли, ни голода, ничего. Это потому, что вот на правильном питании
И я привыкла, что вот, ну, можно сказать, немножко получается иногда впроголодь же. Все-таки не ешь все подряд, не обжираешься. И поэтому даже пост держать намного легче. К сожалению, я не смогла выйти в эфир. Мне очень хотелось вам сказать про нее, что вот именно на Рамадан у нее свое это было питание. Она мне его тоже прислала. Но я ролики не выпускала и, к сожалению, не смогла вам предложить. А она мне даже присылала отзывы, что вот они, что девочки и женщины именно пришли от меня к ней, и что похудели на 5 килограмм, на 7 килограмм. Вот сообщение буквально позавчера прислала мне сообщение, благодарила меня. Я ее просто, она меня не просила рекламировать, я просто сказала, некоторые девочки в личку даже меня многие спрашивали, хотя многим не нравятся разговоры даже про правильное питание, не знаю почему, но это тоже наша жизнь. Да, некоторые говорят, что мне не идет то, что я похудела. Не знаю. Мне, например, комфортно и хорошо. Так, ну что? Ой, у меня у телефона зарядка низкая. Так. Интересно, видно? Как-то спереди бы, если установить камеру, можно было бы лучше увидеть, как я это делаю. Ну вот я привыкла лепить вот такие вот манты. Всегда леплю такие. Вот видите, тесто очень послушное, приятное. И не знаю, как я сказала, думаю, все-таки лучше, может быть, просто буду делать свадебные заказы, но вот каждодневные, скорее всего, не буду. Вот на каждый день у меня были заказы готовой еды. Вот не знаю, мне немножко, для меня это сложно, ну как сложновато. Как я сказала, готовить люблю, но из-за того, что вот и по дому много чего нужно сделать, да, никак не могу заставить пока жениться их сыновей. Не знаю, все собираются. То весной мне обещают, что осенью женятся, осенью обещают весной. Вот так вот кормят меня обещаниями. Вот. Ну, опять-таки, если даже и невестка будет, тут много разговоров идет и про это. Будет помогать или не будет, захочет ли или не захочет, ну, не знаю. Короче, пока я еще во всех этих вещах, в раздумьях, еще что и как. Сидеть без работы тоже не люблю, не привыкла. Ну и, конечно, уже вот так вот напрягаться тоже не хочу. Надо как-то выбрать что-то одно. Или готовить готовую продукцию, или полуфабрикаты. Так, ну вот, первый лоточек закончен. Сейчас я его поставлю в заморозку, друзья. И вы знаете, я сейчас начала просматривать. У меня есть один ролик, который снят 2 марта. Скорее всего, я его, если вы скажете выпускать, я его выпущу за этим роликом. Все-таки жалко, съемка есть. Я там что-то, ну, я еще досмотрю до конца. А так, этот ролик я сейчас закончу, друзья. Смонтирую его и быстро выпущу. Пока буду лепить манты, буду монтировать. Ибрагим, может быть, приедет как раз на обеденный намаз. И выпустит мне его. На этом, друзья, всех благ вам, мира и благоденствия. Еще раз приношу свои извинения. Простите, что долго не выпускала. Всех люблю, всех уважаю, всех ценю. Ну вот как-то так.